Инициатива проведения такой встречи в Общественной палате не случайна. Как отметила секретарь палаты Нателла Акаба, идея создания подобного консультативно-совещательного правительственного аппарата в Абхазии принадлежит именно Сергею Багапш, и он приложил все усилия для того, чтобы в стране заработала Общественная палата. Это случилось в январе 2007 года. Это был принят закон об Общественной палате, и его очень продвигал Сергей Васильевич. 20 июля 2007 года состоялось первое заседание Общественной палаты, которое открыл Сергей Васильевич Багапш. Он считал, что очень важно участие общества в политической жизни страны. И он хотел обеспечить возможность для того, чтобы президент мог консультироваться с членами Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Кроме того, он считал, что Общественная палата должна стать площадкой для того, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение и защищать общественные интересы. С именем Сергея Васильевича Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного государства. Его роль в становлении абхазской государственности сложно переоценить. В памяти тех, кто его знал, он остался принципиальным сторонником укрепления российско-абхазской дружбы. Как отмечалось на встрече, Сергей Багапш стремился принести как можно больше пользы согражданам и достигать максимального эффекта в разрешении проблем, несмотря на сложную в то время ситуацию. Есть, конечно, сложные ситуации, в той ситуации, в которой находилась Абхазия тогда, после Владислава Григорьевича. Это сложно было, конечно, продолжать линию первого президента, который имел, безусловный, так сказать, абсолютный авторитет. И я думаю, что Сергею Васильевичу это удалось. И несмотря на какие-то противоречия и прочее, все, что было, сближение этих людей, и Сергея Васильевича, и с Владиславом Григорьевичем, это было знаменательно, это было, значит, закономерно, поскольку оба они являлись истинными сыновьями своего народа, людьми, которые, значит, думали о благе народа. Сергей Багапш был поистине народным президентом. Он был мягким, но в то же время жестким, когда это требовалось. На встрече отмечали и человеческие качества, которыми обладал Сергей Васильевич. Открытость, честность, справедливость. Эти черты характера были в нем заложены с детства. Одноклассники Сергея Багапш вспоминают, что еще в школе он проявлял лидерские качества. Сергей Багапш, вы знаете, долгое время возглавлял, во-первых, школьную команду, был капитаном команды, потом сборную Абхазии. Был такой случай в Тбилиси, всегда сухумцы оспаривали первое место с тбилисцами. И вот, значит, в Тбилиси игра идет, мы сидим, значит, все болеем за нашу команду. Сергей забивает последний, значит, мяч, трехочковый, и, значит, мы выигрываем. Но в этот момент, значит, судья не засчитывает. И Сергей, долго не думая, берет этот баскетбольный мяч и прямо, значит, в судью, и судья падает, он его как бы нокаутировал, падает. Ну, началась, значит, такая шумиха, хотели его дисквалифицировать. Но поверьте, что весь стадион гудел, и что это было справедливо. И мы тогда выиграли и так приехали. То есть этим что я хочу сказать, что когда надо было, он показывал свой характер. И это проявлялось его и в политической жизни. Еще при жизни за большой вклад в реализацию социальных программ по защите семьи, материнства и детства Сергей Васильевич был награжден золотым дипломом Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама». И так случилось, что только сейчас этот диплом был передан вдове Марине Багапш. Кроме того, от организации движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость вдове президента была вручена награда «Золотое сердце». Саид Жарсаля, Инала Гухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.